Здравствуйте! Меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий археограф Национального центра аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия. История мирового кинематографа насчитывает уже более 100 лет. Каждый кадр, сделанный на разных кинопленках, это исторический видеодокумент. Благодаря кинематографу мы становимся очевидцами фактов, событий и человеческих историй. И даже моды. В СССР была своя мода. Советские модельеры сообщали о новых трендах на показах и рассказывали о них в журналах «Крестьянки» и «Работница». Юбки советских женщин с годами становились все короче, а брюки у мужчин трансформировались в клеш, дудочки и в трубы. Только модели зимних шапок, кажется, не менялись десятилетиями. Это кадры старого города Якутска 1979 года. В объективе якутские модницы в головных уборах. В 70-е и 80-е годы особым шиком было носить меховую шапку, как у Нади из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». В магазинах продавались не только шапки-кубанки из лисы, но и чернобурки и из песца. Но такие головные уборы были не из дешевых. В среднем стоимость шапки из приличного меха варьировалась от 150 до 300 рублей. А это одна или две зарплаты. В середине 20-х годов в Советском Союзе существовали 4 питомника – Байкальский, Сахалинский, Соловецкий и Шершинский. Но эти хозяйства давали небольшой экономический эффект. Разводились звери низкой ценности, не было опытных кадров, ни технологий производства. Но к началу 30-х годов значительно возросло поголовье зверей. Образовались новые хозяйства. В советское время Покровская звероферма считалась одной из самых крупных на востоке страны. Она была создана в 1943 году. Здесь разводились ребристых черно-бурых лисиц и голубых песцов. В кадре бригадиры, настоящие профессионалы своего дела. Долгое время хозяйство возглавлял Гаврил Попов, которого вы сейчас видите на наших экранах. Съемочная бригада Восточной кинохроники в 1979 году успела зафиксировать те производственные рекорды. Здесь производственная бригада обслуживала по 2000 зверушек, а таких бригад здесь было 5. Доход фермы за несколько месяцев составил 400 тысяч рублей. На звероферме успешно сочетали промысловую добычу с разведением клеточной пушнины. И вправду, якутских модниц шапками закидали в том далеком 1979 году. А охотничий промысел в Якутии – это очень тяжелый труд. Об этом не понаслышке знает наша героиня, 17-летняя Домна Николаева, жительница Оленёкского района. В 1979 году оператор Никандр Савинов в Восточно-Сибирской студии кинохроники побывал в гостях у семьи оленеводов Николаевых. На этих кадрах мать Марфа Петровна Николаева, 4 сына Алеша, Герасим, Володя и Петя и 4 дочери – Надежда, Наталья, Марина и Кристина. Отец был охотником. Домна – второй ребенок в семье, но она была на этот момент уже главой семейства. Судьба распорядилась по-своему. Скоропостижная смерть отца заставила девушку заняться охотничьим промыслом. После окончания школы по комсомольской путевке на несколько лет на промысел. Ее наставник, коллега, друг отца Яков Христофорович Макаров поверяет ей охотничьи секреты. Наступает ли полярная ночь, метет ли пурга, Домна всегда возвращалась с охоты с добычей. Несмотря на юный возраст, а Домне на тот момент было 18 лет, она была уже депутатом Оленёкского районного совета. Нам стало очень интересно, как же сложилась судьба у Домны Николаевой после этих съемок 1979 года. Благодаря нашим зрителям мы ее нашли. Домна Петровна Спиридонова сейчас проживает в селе Юрюнхая в Анабарском районе. Ей сейчас 64 года. После съемок 1979 года жизнь молодой девушки изменилась. После года работы кадровым охотником она вышла замуж и переехала с Оленёкского района в Анабарский район. Работала бухгалтером-кассиром, а потом и завхозом школы в селе Юрюнхая. У нее 5 детей, более 10 внуков и 1 правнучка. Как призналась нам сама Домна Петровна, в том далеком 1979 году в сельском клубе показывали эти кадры, но она не смогла посмотреть. Охотилась, призналась героиня. Теперь, через 45 лет, благодаря нашему оператору Никандру Савинову, Домна Петровна Спиридонова может вспомнить те прекрасные моменты. Это была рубрика «История в кадрах». Путешествуйте во времени вместе с нами. Это интересно.